Кроме того, что этот акт, значит, увидела наш глава МИД, но он там вел переговоры, конечно. И вот, наверное, ты в курсе, ну, смысла этих, по крайней мере, не содержания, но смысла этих переговоров. И речь шла, насколько я понимаю, об усилении военной помощи. Именно вот если вы не хотите за нас умирать, как ты сказал, да, то вы должны нас вооружить. Вот какие подвижки могут быть в плане помощи современным оружием? Я думаю, что после того, как была вот разрушена стена в вопросе поставки джавелинов, да, там, как в тот, Прорыв такой. когда джавелины пробили стену и таки доехали до Украины, я достаточно спокойно смотрю теперь на перспективу военно-технического сотрудничества с Соединенными Штатами, в том плане, что я уверен, оно будет развиваться, я не вижу, что может препятствовать этому. Огромное, просто джавелины были на слуху, и там все о них слышат и знают, да, но огромное количество вещей будет происходить тихо, спокойно, на уровне военных, и мы будем получать то, что нам нужно для защиты себя. Потому что я утверждал, и еще до того, как джавелины все-таки к нам приехали, что единственная причина реальная их отказа Америки поставлять, она в области находится психологии. То есть, да, то есть вот, ну, нужно было преодолеть этот барьер. Просто, ну вот дайте, ну вот дали, все работает, все нормально, ничего нет. И теперь оно сейчас, я уверен, пойдет намного проще. Это может быть все что угодно. Вот катера недавно передали, там мы купили у них, да, они для укрепления Азова. Огромное количество вещей, я уверен, будет происходить на сугубо военном уровне. У меня есть как бы данные, да, на основании которых можно сделать очень простой вывод, что абсолютное большинство, абсолютно большая доля военно-технической помощи Украине приходит из Соединенных Штатов Америки. Уже. Абсолютно больше, это я говорю, там выше 70%. То есть это уже наш основной военно-технический партнер. Что